Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. В Казани жалоб на несвоевременный вывоз мусора вырос на 320%. Больше месяца заявки размещены. Мы ждем, когда по ЖКХ нам предоставят контейнера. Нарушение графика вывоза мусора, содержание площадки ТКО и нехватка мусорных баков. На что еще жалуются жители и как будут решать эти проблемы, расскажет Вероника Гайнутдинова. В 75 многоквартирных домах в Татарстане не начат капитальный ремонт. Вот сбоку подойдете к окошку, у меня рука прям туда проходит, между панелями. Почему строители не приступили к работам и успеют ли они сдать объекты до конца лета, расскажет Иван Сарафанов. Обмен опытом и изучение лучших практик. Кому-то интересно IT-направление, кому-то интересны языки. Сегодня в Казани в преддверии Международного форума министров образования делегаты разных стран посетили образовательные учреждения города. Что удивило гостей, расскажет Рамиль Галиулян. Четырехлетний ребенок сел за руль квадроцикла и едва не угодил под колеса большегруза в Спасском районе. Сейчас комиссия по делам несовершеннолетних выясняет обстоятельства истории. Уже установили, мальчик приехал в гости к бабушке в деревню Щащекле из Казани. Гонял по селу без присмотра взрослых. Выехал на перекресток и только по счастливой случайности не попал под грузовик. В это время по селу ехала патрульная машина. Ребенка родителям передали автоинспекторы. Как сообщили в прокуратуре республики, в отношении одного из родителей составлен административный протокол по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Сотрудники ГИБДД обращаются к мамам и папам, просят не допускать подобных случаев. Ведь все могло закончиться трагично, как в августе 2021-го. Тогда в Мамадышском районе 12-летняя девочка тоже села за руль квадроцикла, протаранила забор и разбилась. Ее с различными травмами госпитализировали. В больнице она скончалась. Число жертв массового отравления суррогатным сидром достигло 30 человек. Это жители Ульяновска, Самары, Удмуртии, Нижнего Новгорода, Пензы, Чувашии. Сегодня география расширилась. Пострадавшие есть в Курганской области. В больницах сейчас лежат 96 человек. Самому юному 14 лет, взрослому 59. В крови у всех обнаружен смертельный метанол. Роспотребнадзор изъял из оборота по всей стране около 40 тысяч литров напитка «Мистер Сидр». Производитель Анар Гусейнов арестован на 2 месяца. Своей вины он не признает. К другим новостям. За 1,5 месяца татарстанцы 400 раз жаловались на невывоз мусора. Это на 320% больше обращений, чем в прошлом году. Больше всего писем и звонков поступает от казанцев, жителей Пестрецов и Лаишева. Они говорят, не соблюдается график вывоза мусора, площадки завалены, баки переполнены, крупногабаритные отходы никто не вывозит. Мусорные проблемы сегодня обсуждали за круглым столом в Госкомитете по тарифам. Острые углы сгладить снова не получилось. Репортаж Вероники Гайнутдиновой. Вывоз ужасен, просто ужасен. То есть нерегулярно или как? Вообще нерегулярно, нестабильно. Это мусорные контейнеры по Гвардейской, 59. Они всегда переполнены. Неоднократно жалобы отправляли и в народный контроль, говорят жители. Рядом неделями растет мусорная гора из крупногабаритных отходов. Место-то небольшое, люди ставят рядом. 1 июня бункер у нас вот здесь стоял, его нагрузили полностью. Но вот то, что в отсеке, это не вошло просто. Теперь, когда будет следующий вывоз, мы не знаем. От казанцев в народный контроль поступило 200 обращений, и это только за 1,5 месяца. Еще столько же жалоб из других городов и районов республики. Практически все из западной зоны, где регоператор УК ПЖКХ, отмечают на заседании в Госкомитете по тарифам. Все те обращения, почему мы их вывели на слайд, наиболее актуальные уведомления, они и те же точки локации. Разве нельзя взять их на особый контроль и проводить своевременный вывоз? Я считаю, что вы не соблюдаете правила эти. Больше всего обращений из Пестречинского и Лаишевского районов. Никольское сельское поселение. В работе более 2 месяцев. Вывоз твердых коммунальных отходов. УК ПЖКХ. Почему вопрос у них возникает? Постоянно фиксируется перенакопление и складирование отходов битковых по этой площадке. Но все мы возим, ежедневно 8 евробаков по ней. Навал образуется рядом с площадкой. В аппарате уполномоченного предлагают изменить режим вывоза мусора. Где идет переполнение, принимайте меры, 2 раза вывозите. Как, например, в жилых массивах города Казань, которые вы приняли положительное решение. Это же положительно с вашей стороны, утром и вечером. Бывает, сталкиваемся с тем, что когда просим дополнительный вывоз назначить, рекоператор указывает на то, что объем уже выведен. Согласно объему не можем добавить дополнительный вывоз.
УК ЖКХ предлагает добавить еще контейнеры, только установка баков будет за счет муниципального бюджета. Неважно, там будет 2-3 раза. То есть, возможно, туда нужно добавить еще 8 баков. Коллеги, ну вы определитесь, просто вы друг на друга сидите и киваете. Следующий штаб через месяц. Вот за месяц, пожалуйста, соберитесь на территории Лаишевского района, пригласите УК ЖКХ, просмотрите ваш реестр контейнерных площадок, посмотрите, где сколько должно быть контейнеров. И какая частота вывоза необходима. Из восточных районов по несвоевременному вывозу мусора жалоб меньше, но есть вопросы по состоянию контейнеров. Обращения из Елабуги, треснутые баки. Срок исполнения указали конец сентября 2023 года. Аппарат уполномоченного задается вопросом, почему вместо 3, максимум 10 дней по законодательству контейнеры планируют заменить только через 4 месяца. Почему стоит на 29, на 9, уточним, но могу сейчас сказать, что в настоящее время нами приобретено, 1633 контейнера. Сейчас в настоящий момент происходит их укомплектация, сборка. И в ближайшее время, я думаю, в течение уже следующей недели, уже часть районов уже было передано, в том числе в Елабужский район будут переданы контейнеры. Еще один вопрос – крупногабаритный мусор. Чаще всего жители его просто складируют рядом с баками. Специальные контейнеры для отходов большого размера мало где есть, говорят на заседании. У меня на комиссии люди сидят, они же спрашивают тоже. Я согласен, что они спрашивают у власти. По поводу веток, по поводу другого какого-то мусора. Куда нам это девать? Жечь нам нельзя, складывать в контейнеры нам нельзя, но организуйте куда можно. На совещании отмечают, между рекоператорами и муниципалитетами нет системной работы. Жалоб становится больше именно из районов. Рекоператору предложили на местах организовать работу представителей УК ЖКХ. Следующее заседание через месяц. Мы наблюдаем за ними с начала года. И картина не меняется, что в зале совещания Госкомитета, что на мусорных площадках. Вероника Гайнудинова, Андрей Ключников, ТНВ, Казань. В 75 многоквартирных домах Татарстана не начат капремонт. К работам до сих пор не приступили в 11 районах республики. В ряде случаев не проведен даже тендер по выбору подрядчика. Больше всего Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск. Все эти факты вызвали вопросы у Рустама Минниханова. На последнем республиканском совещании он поручил премьеру Алексею Песошину взять ситуацию на личный контроль. Есть ли объективные причины для беспокойства и не останутся ли жители без крыши в преддверии зимы? Иван Сарафанов искал ответы. 11 районов по многоквартирным домам, у нас 75 домов, пока не начаты работы. В принципе, у нас вот это хороший. Сейчас летний сезон, потом зайдете, в осень уйдете, очень будет неприятно. Протокольно зафиксируйте, пожалуйста, то, чтобы немножко глаза открыть этим, и возьмите на контроль. На субботнем совещании Рустам Минниханов поручил взять ситуацию с капремонтом на контроль и активизировать работу. Раис Татарстана подчеркнул, все объекты необходимо закончить до осени. Если сейчас мы строительный сезон эту работу не сделаем, будем мучить людей осенью. Поэтому давайте вот эти 75 домов оперативно, архиварище, возьмите на свой контроль. Ремонт не начат в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Заинске, Бугульме, Зеленодольске, Буинске, Арске, Аксубаево и Лаишево. Кроме того, в 2 домах не определен подрядчик. Документы находятся на экспертизе. Здания имеют историческое значение. На данном объекте мы начинаем работы со следующей недели. Срок у нас работы – это месяц. Это дом на улице Гагарина, 79А. Жители ждут, когда начнется капремонт, но к работам еще не приступали. Говорят, в последние годы весной и во время сильного дождя крыша протекает. У меня протекает на балкон, а с балкона по стояку, по углам было у нас. Протекает. На 5-м этаже Да, протекает. Видите, подъезд. Она постоянно, у нее стена да. И крыша мокрая. Мы несколько раз вызывали. Она моя соседка. Она тоже давала заявку. У нас угол один. У нее протекает и у меня. Здесь обновят все деревянные конструкции, шифер заменят на металлический профнастил, установят снегозадержатели на крыше. Работы планируют завершить в начале июля. Если начнут. Как выяснилось, у одного подрядчика сразу несколько домов. И чтобы выполнить поручение Раиса Республики, нужны дополнительные бригады строителей. На данный момент мы уже 4 крыши уже выполнили. То есть это уже 5-й дом у нас. И в дальнейшем еще 2 кровли у нас остается. То есть еще 2 бригады выходят. 15 августа мы
заканчиваем полностью все объекты. В прошлом году к началу лета капремонт был завершен лишь на 25% объектов. В этом обновление идет в 2 раза быстрее. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 51%, в том числе выполнение сезонных видов работ составляет 53%. На 190 домах объем работ выполнен на 70%. Полностью завершены на 55 объектах. Сейчас в республике капремонт ведется в 662 многоквартирных домах в 41 районе. Привлечены 15 строительных компаний. По условиям договора работы необходимо завершить к концу ноября. Было бы хорошо, если бы у каждого дома был отдельный свой подрядчик. Условно, если бы у нас 737 домов и было 737 подрядчиков, тогда бы мы говорили о том, что у нас все работы начаты. Рустам Миниханов поставил задачу начать ремонт в кратчайшие сроки и сдать все дома к концу лета. В противном случае подрядчики могут потерять доверие. Сейчас они полностью обеспечены стройматериалами, техникой и финансами. Не хватает только рабочих рук. Иван Сарафанов, Андрей Ключников, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Глава Буинского района Ранис Камардинов посетил погорельцев в селе Рунга. Напомним, несколько дней назад здесь пожар оставил без крова 14 человек. Мы показывали репортаж с места трагедии. На момент возгорания в доме находились 5 жильцов. Благодаря сработавшей пожарной сигнализации все остались живы. Огонь полностью уничтожил все имущество семьи. Односельчане оперативно подключились к помощи. Сегодня поддержку пообещал и глава района. Ранис Камардинов отметил, важно завершить восстановление дома до холодов. В селе Большие Ключи Зеленодольского района сегодня открыли новое здание пожарного депо. Добровольную пожарную команду здесь воссоздали в 2010 году. Формирование выезжает на пожары в 6 населенных пунктах поселения и 25 ближайших сел. До этого дня у огнеборцев не было своего здания. Теперь они смогут нести службу в комфортных условиях. Здесь есть спортивный уголок, комната отдыха и приема пищи. Всероссийское пожарное общество оснастило местных добровольцев боевой одеждой и оборудованием. От руководства республики им вручили пожарный автомобиль. Эту работу мы ведем в рамках собственной муниципальной программы по созданию сети таких пожарных депо. Это первый объект, и если позволит ситуация в экономике, мы планируем каждый год, может быть в год по 2 таких объекта ставить по территории района, в том числе и в Заволжской части, для того, чтобы обеспечить наши территории надежной защитой от пожаров. На Голубых озерах Казани ловят нарушителей. Чаще всего отдыхающие паркуют машины на охранной территории и катаются на саббордах, хотя делать это в заказнике запрещено. Сотрудники Госкомитета по биоресурсам нарушения выявили в ходе рейда и составили 3 протокола. На Голубых озерах запрещено кататься на плавсредствах, заниматься дайвингом и другой деятельностью, приводящей к уничтожению природы. В России возобновили выдачу загранпаспортов нового образца. Это вызвало ажиотаж и огромные очереди за документом в Казани. Кто успеет получить загранник и как его оформить без ожидания, читайте в интернет-газете «Реальное время». Завтра в Казани откроется международный форум министров образования «Формируя будущее». Он станет одним из крупнейших событий, которое соберет представителей сферы просвещения более чем из 20 стран. Обсудят роль образования в развитии экономики, его доступность и работу с молодежью. В столицу республики продолжают прибывать иностранные гости. Перед началом форума делегаты знакомятся с системой образования Татарстана, изучают лучшие практики. Весь свет мировой науки встретил Рамиль Галиуллин. С чак-чаком, хлебом и солью в Казанском аэропорту приветствуют участников международного форума министров образования. Сегодня в столицу прибыли делегаты из Мьянмы, Эмиратов и Зимбабве. Это мой первый визит в Казань. Надеюсь на продуктивную и полезную поездку. Мы очень рады принять участие в форуме министров образования «Формируя будущее», потому что именно образование – это самый правильный путь для общения и изменений к лучшему будущему. Приехали, чтобы обменяться опытом между Казанью и нашей страной. У нас давние хорошие отношения. Уверен, форум поможет укрепить их. Позади долгий перелет и для делегатов из Республики Сербской и Боснии и Герцеговины. Надеемся набраться опытом и знаниями, которые мы сможем применить в своей образовательной системе. Гостям мы просим попробовать наш русский хлеб каравай.
Среди гостей и делегации из Кубы. За океаном про образовательную систему России и ее методах не просто слышали. Все это давно воплотили на практике. В мае на Кубе в храме Казанской иконы Божьей Матери создали образовательный центр, где кубинцы изучают русский язык. Такие же планируют открыть в Венесуэле и Никарагуа. Нужно отметить исторические связи между Россией и Кубой, в том числе в сфере развития образования. Одна из главных целей – установление прочных связей. Нам нужно общаться не только в части экономики и политики. Образование сейчас очень важно. У гостей в Казани большая программа. Главная цель – познакомиться с образовательным потенциалом Татарстана. Так делегатов из Арабских Эмиратов встречают в 178-м многопрофильном лицее. Он открылся 3 года назад. Сколько у вас в одном классе? Сколько детей учатся? 30-34. Здесь обучаются 1500 детей. Многие из компетенций входят в список самых современных в международном чемпионате WorldSkills. Наши дети, участвуя в чемпионате профессионалы, заслужили 11 медалей, 4 золота, 4 серебра. Обучение ведется по 5 профилям, от инженерного до естественно-научного. Можно заниматься виртуальными технологиями и робототехникой. Сегодня я вам покажу робота под названием робот-мойщик. Этот робот умеет мыть полы и распределяет, где грязно, а где нет. Большое внимание здесь и обучению языкам. Помимо языков программирования, это и корейский, немецкий, китайский, английский, в том числе и татарский. На будущий год, в 2023-2024 учебном году, в нашем лицее будет открыт класс, где все предметы будут преподаваться исключительно на татарском языке. Мы сегодня понимаем, что татарский язык, что наш родной язык в Республике Татарстан немаловажен, и стараемся должное внимание, стараемся в рамках дополнительного образования, в рамках основного образовательного процесса уделить значительное внимание изучению татарского языка. На чистом арабском приветствуют гостей в полилингвальном комплексе «Адамнар», а директор проводит экскурсию без переводчика. Английский, татарский и русский. Здесь языки обучения, общения и воспитания. На выбор еще арабский, китайский, турецкий, французский и испанский. Сеть школ, появившаяся по инициативе Минтимер Шаймиева, открыта в Казани, Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге и Актаныше. Здесь с малых лет готовят детей быть конкурентными на мировом уровне. Преподаватели тоже должны знать минимум 3 языка. Преподаю биологию на татарском, русском, английском языке. 5-6 классы изучают биологию на татарском языке, 7, 8, 9 класс на английском языке, 10, 11 класс на русском языке. То есть изучение предмета благодаря языку и с обратной стороны изучение языка благодаря предмету. Для детей в Адамнар цифровые лаборатории, мастерские и спортивные залы, бассейн. Гости отмечают основательный подход и внедренные стандарты обучения. Особо интересен ваш полилингвальный комплекс. У нас тоже есть похожая сеть школ, и нам есть что взять на заметку в ваших методах преподавания. В Казань прибыли делегаты более чем из 20 стран. Изучают передовой опыт России, который позволит решать актуальные вызовы развития образовательной среды. У каждого есть свое направление. Кому-то интересно IT-направление, кому-то интересно языки, многообразие языков, кому-то интересно, как мы сдаем ЕГЭ, дошкольное образование, начальное образование, основное, среднее профессиональное образование, высшее образование, как мы все это продвигаем, как мы детей вовлекаем в процесс выбора профессии. Обмен опытом продолжается. Завтра основной день. Образовательный форум пройдет в IT-парке имени Башира Рамеева. Рамиль Галиуллин, Алия Хайрудинова, Данил Филатов и Вадим Ларионов. ТНВ. Казань. К началу нового учебного года в Татарстане построят 11 школ. 2 из них в Набережных Челнах. Самая большая появится в 34-м микрорайоне Автограда. Ее возводят по национальному проекту образования. На стройке побывала депутат Госдумы Альфия Кагогина. Она также осмотрела ход благоустройства Московского проспекта, который ведет к школе. Альфия Кагогина отметила, пару лет назад к ней обратились жители микрорайона. Жаловались, что дети в темное время суток идут по пустырю, а осенью и зимой по лужам и сугробам. Сейчас вопросы благоустройства и строительства социальной инфраструктуры здесь решают комплексно. 2 года назад открыли детский сад. Школа заработает к 1 сентября.
Посмотрите, какой микрорайон здесь вырос. На сегодня построено 60 тысяч квадратных метров жилья, а в планах 300 тысяч. Школа, детские сады – это запрос номер один. Но вообще вопросы доступности образования, качества образования всегда находятся в топе наших граждан. И я считаю, что это лучшее вообще вложение государственных денег. Вот на этот огромный грандиозный проект будет потрачено 2 миллиарда государственных федеральных денег. 20 сентября Татарстан примет еще один международный форум «Казан Digital Week». В этом году он пройдет на федеральном уровне. Здесь представят передовые отечественные IT-проекты, обсудят актуальные вопросы отрасли. В прошлом году в онлайн и офлайн форматах участвовали более 17 тысяч человек из 32 стран мира. В этом году организаторы отмечают, будет больше делегатов из исламских стран. 700 человек уже заявились на сентябрьский форум. Среди них представители Индонезии, Туркменистана, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе дискуссии деловых встреч планируют обсудить применение интеллектуальных систем в сфере образования, здравоохранения, военно-промышленном секторе. На выставке площадью 4000 квадратных метров свои разработки представят 250 компаний. Сегодня актуальна беспилотная авиационная система, сегодня актуальна искусственный интеллект, и специальное поручение Владимира Владимировича. И, конечно, вот этот блок научный он нас волнует. Если мы там с технологиями, мы как-то их соберем, а вот науку быстро сделать невозможно. Но мы стараемся, чтобы этот вопрос решить. В этих условиях, когда мы видим, что есть санкционное давление, это дает возможность на нашей территории, в республике, обсудить актуальные вопросы, связанные с региональной цифровизацией, с аспектом, связанным с развитием умных городов, ну и вопросы, связанные с цифровизацией государственного управления. Это такие три базиса, которые касаются каждого человека. В Татарстане становится больше детей с инвалидностью. Сейчас их 17 тысяч. Это на 1200 больше, чем в прошлом году. В Минсоцзащиты это объясняют ранним выявлением болезней. Меньше становится взрослого населения с инвалидностью. Сейчас их 266 тысяч человек. Завтра отмечается День социального работника. В этой сфере трудятся 9,5 тысяч сотрудников. Ежедневно они оказывают бытовую помощь инвалидам, пожилым людям, ветеранам, малообеспеченным и многодетным семьям. Услугами соцработников на дому ежегодно пользуются 18 тысяч татарстанцев. Сейчас в республике работают 114 государственных организаций социальной помощи. Это реабилитационные центры, дома-интернаты, детские приюты. Завтра в Казани откроется первое отделение дневного пребывания для инвалидов. Здесь могут быть предоставлены услуги в течение 4 часов пожилым людям, либо людям с инвалидностью. А пожилые люди – те, кто имеют начальные признаки, либо признаки деменции, то есть проблемы с памятью, ухудшение каких-то когнитивных функций. Вот родственники могут привести в это отделение на 4 часа, не более. И, соответственно, вот эти 4 часа уже использовать по своему предназначению, исходя из собственных интересов. Дети с инвалидностью, с ментальными нарушениями, тоже здесь мы их обучаем основам личной гигиены, умению пользоваться бытовой техникой, умению пользоваться бытовыми приборами. Глава Нижнекамска Рамиль Мулин встретился с мобилизованными, приехавшими в краткосрочный отпуск из зоны СВО. Это уже 4-я группа военнослужащих. Рамиль Мулин рассказал им о мерах поддержки семей. Это транспортные карты, бесплатные путевки в летние лагеря и медицинские услуги, которые будут оказываться бойцам и их семьям через зеленый коридор бесплатно. Мобилизованные озвучили волнующие вопросы и поблагодарили нижнекамцев за гуманитарную помощь. Бегемот Захария открыла купальный сезон под открытым небом Казанского зооботсада. На этих кадрах видно, как животное шумно плещется, резво плавает и будто улыбается или поет, когда широко открывает пасть. Вода – это родная стихия для бегемотов. Здесь им легче, ведь вес взрослой особи может достигать 4 тонн. В этом году Захария отмечает свое 40-летие. В Татарстан ее привезли из Риги. Характер у дамы в возрасте своенравный, любит капусту и фрукты, иногда позволяет делать себе массаж. Если у вас нет возможности смотреть программы нашего телеканала по телевизору, вы можете скачать мобильное приложение ТАТ-ТВР. Смотрите и слушайте любимые программы ТНВ и Булгар-радиуса в своих гаджетах. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Гульназ Гизатуллиной. А я с вами прощаюсь. До встречи.
5 по 11 июня в Казани пройдет Международный театральный фестиваль «Наурус». В программе спектакли из Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, хедлайнеры, столичные театры, школа драматического искусства и etc. Билеты в кассах театров для зрителей старше 6 лет. Дорога на дачу лежит через Оби. Все для сада и отдыха по привлекательным ценам. Оби, чтобы дача радовала. Казань, проспект Победы 141, корпус 2. Этим летом смотри, чувствуй, радуйся. Все будет хорошо. Он мне нравится. Такой экономичный. Перед ним невозможно устоять. Эту дверь хочется открыть. Стильный, энергоэффективный, знаменитый. Холодильник «Позис». Легенда российского холода. Для производства работ на объектах по России в компании ООО «Подземные коммуникации» требуются монтажники наружных трубопроводов, сварщики полиэтиленовых труб, разнорабочие. В магазине «Улыбка радуги» с 7 по 8 июня скидка 40% на гели для душа. Приходите в магазин «Улыбка радуги» за приятными покупками. Иногда жизнь ограничивает тебя, ставит в определенные рамки. Но все это только ради того, чтобы сделать твой путь безопасным. Сыночек, привет. Привет, мам. Записали тебя на анализы в гемотест. Он и в твоем городе есть. Программа «Страна Гемотест». 5 базовых анализов по 290 рублей. Бесплатная консультация врача. Здравствуйте! В студии Гульназ Гизатуллина. В республике стало заметно прохладнее, но благодаря антициклону осадки практически не наблюдается. О погоде на четверг поговорим в ближайшие минуты. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево малооблачно, осадки не ожидаются. Ночью до 9 градусов тепла, а днем потеплее до плюс 20. Без существенных изменений в погоде в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Здесь также малооблачно и сухо. В ночные часы 10, днем около 20 градусов тепла. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше утром местами возможны осадки. Ночью температура понизится до 8 градусов тепла. Днем ожидается около 18 градусов со знаком плюс. Свежо будет в Арске, Кукмаре и Балтаси. Ночью местами небольшие дожди и около 10 градусов тепла, днем около 17 градусов выше 0. В Болгаре, Дрожжином, Буинске вероятность осадков небольшая. В ночное время ожидается около 10 градусов тепла, а днем до 20 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше небольшая облачность и без осадков. Ожидается ночью 11 градусов тепла, а днем около 19 градусов. В пятницу на несколько градусов станет теплее. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Нужно выбрать подарок? С FlowWow это легко. Например, этот торт. Или этот. На 1 миллион подписчиков. Для бати. На день рождения. И на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На FlowWow есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Если девушке все ясно, значит пришло время для FlowWow – маркетплейса необычных подарков с доставкой по всему миру. Заказывайте кенийские розы, бельгийский шоколад и итальянские десерты для солнечного настроения.
В Казани прохладно, небольшая облачность и без осадков. Ночью около 12 градусов тепла, а днем всего 17 градусов выше 0. Направление ветра северо-западное. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Магнитное поле Земли спокойное. Уже неделя лета позади, но впереди еще так много погожих дней. И пусть даже в непогоду вас согревают теплые сердца ваших близких людей. До скорых встреч и берегите себя!